Rusia mengumumkan kemenangan perang udara atas Ukraina Kamis 10 Maret hari ini. Kremlin merilis pasukan udara Ukraina sudah hancur, tidak tersisa lagi pilot utama dan pilot kelas 2. 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппаратов. Остановлюсь отдельно на результатах поражения авиации и средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim saat ini pesawat tempur Ukraina tersisa 1 unit yang beroperasi dan terus dimonitor Rusia. Saya akan membahas secara terpisah tentang hasil kekalahan sistem penerbangan dan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada awal operasi khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki hingga 250 pesawat tempur dan helikopter yang dapat digunakan. Pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan 89 pesawat tempur dan 57 helikopter di darat dan di udara. Bagian tersisa dari pesawat Ukraina terbang ke Rumania dan tidak bisa ikut dalam pertempuran. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kemenhan Rusia, Majen Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. 90% dari lapangan udara militer Ukraina, di mana bagian utama dari penerbangan militer bermarkas, telah dilumpuhkan. Praktis tidak ada pilot Ukraina terlatih dari kelas pertama dan kedua yang tersisa. Hingga saat ini, hanya satu upaya serangan mendadak oleh pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina yang telah dicatat. Sistem pertahanan udara Ukraina juga diklaim sisa sedikit. Selama operasi khusus ini Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 137 sistem rudal anti pesawat S-300, Buk M1 dan S-125. Ini lebih dari 90% dari sistem rudal anti pesawat jarak jauh dan menengah yang beroperasi, kata Majen Igor. Rusia juga menghancurkan 81 pos radar pertahanan udara Ukraina. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol tempur penerbangan dan pertahanan udara Ukraina. Saat ini, sistem pertahanan udara hanya bersifat fokus dan tidak mampu memberikan serangan balasan yang signifikan terhadap penerbangan Rusia. Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и владели населенными пунктами Сигнальная, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения подразделений Народной милиции Донецкой Республики в Мариуполе за сутки составила более 1 километра. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное. В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожено 49 военных объектов, в том числе 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотных летательных аппарата. Остановлюсь отдельно на результатах поражения авиации и средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию. 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков 1 и 2 класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины. Теперь о результатах поражения средств противовоздушной обороны Украины. За время проведения операции вооруженными силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, Бук М1 и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО.
Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороны Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы АВАКС НАТО. Данные самолеты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.